Жила-была маленькая девочка, как и все дети, в меру упрямая, в меру послушная, а подвижная, как юла, потому доставляла родителям немало хлопот. Но люди добрые и мудрые, они решили деятельную натуру любимой дочурки обратить в пользу. Отдали девочку в танцевальный кружок. Прошли годы. Гузель, а звали ее именно так, теперь уже известная балерина Гузель Сулейманова. Ею восторгаются, восхищаются. А ведь могло быть все иначе, если бы пошла она по стопам родителей. Отец Наиль Халилович Сулейманов – врач, руководит республиканским детским противотуберкулезным санаторием Алкино. Мама Клара Хайдаровна – известный журналист газеты «Кызылтан». Я не думала, что я стану балериной. Как бы не было такого, что я вот уже с детства все я для себя решила, что я буду балериной, и все. Такого то есть не было. Потом уже, когда я поступила в училище, тогда я поняла, что мне нравится, что я вот выбрала для себя то, что мне нужно, то, что мне нравится, то, что я могу делать. В хореографическое училище Гузель привела руководитель танцевальной студии Дома культуры «Нефтяник» Наталья Евгеньевна Маркедонова. Это она заметила незаурядные способности своей подопечной. А другой педагог, Людмила Васильевна Шапкина, помогла юной Гузель поверить в свои возможности, укрепив уверенность в правильности избранного ею пути. Кто именно, какие авторитеты на тебя оказали влияние? Чей талант, чья звезда тебе светила, освещала твой путь? Ну, когда мы учились в училище, наш педагог, вот Людмила Васильевна, она еще танцевала Леонора Куватова. Естественно, мы, как нашего педагога, мы не пропускали ни один спектакль Людмилы Васильевны. Громким хором кричали на галерке «Браво!» за что она нас ругала на следующий день, что мы слишком громко кричим. Я благодарна судьбе за то, что я попала не к кому-то, а именно к Шапкиной Людмиле Васильевне. Потому что она не только первоклассный педагог, но она еще, я даже сказала бы, как психолог. Вот она очень тонко так подходит к детям. То есть она чутко чувствует твое настроение. Она когда надо, она подбодрит. Когда надо, поругает. Дисциплина у нас всегда жесткая была на уроках. То есть она считается как самый строгий педагог училища. Вот. И сейчас она со мной продолжает работать уже в театре. Она уже стала для меня как второй матерью. Просто настолько близкие отношения. Она меня знает хорошо, я знаю ее хорошо. И это только способствует хорошей работе. В театр Гузель пришла еще студенткой первого курса. На третьем исполнила Машу в «Щелкунчике» в постановке Юрия Григоровича. На перспективную студентку обратили внимание. После партии Маши последовали Сильфида в одноименном спектакле, Лиза в тщетной предосторожности. Репертуар молодой балерины пополнялся. Китри в «Дон Кихоте», одета Адиля в «Лебедином озере», Вакханка в «Вальпургиевой ночи», Зайтунгюль в «Журавлиной песне», Кармен «Золушка». Закончив училище, Гузель поступила в Академию культуры и искусства в Казани. Сдавала экзамены экстерном, диплом защитила на отлично. Между учебой и спектаклями участие в различных конкурсах и фестивалях балетного искусства. В 1999 году стала лауреатом второй премии на третьем международном конкурсе артистов балета имени Сержа Лифаря в Киеве. В 2000-м дипломант конкурса артистов балета имени Рудольфа Нуриева в Будапеште. В том же году Казань, где молодая башкирская артистка удостоилась звания «Мисс Грации». По сцене немножко привыкаешь, свой коллектив, одни и те же педагоги. Вроде все уже становится привычным. А когда ты понимаешь, что тебе надо показаться перед звездами балета, уже совсем другой настрой, ты начинаешь совсем по-другому работать. И такие вот поездки на фестивали, на конкурсы очень важны для артистов балета. Они не то что важны, они необходимы, я считаю. Давно, это буквально в начале весны прошел Нуриевский фестиваль, уже традиционный Нуриевский фестиваль имени Рудольфа Нуриева. И, конечно же, ты, как всегда, была активна. Да, я практически с первого фестиваля участвую. В наших фестивалях, которые уже завоевали популярность. И про наш фестиваль знают по всей России.
И к нам приезжают артисты из Большого театра, из Украины, то есть знаменитости. Но этот фестиваль, вот, который прошел недавно, был для меня особенно дорог тем, что я танцевала сильфиду с артистом балета из Большого театра, с Евдокимовым. Вот. И поэтому этот фестиваль, скажем так, был более волнительным, чем другие. Заслуженная артистка Республики Башкортостан, лауреат Государственной республиканской молодежной премии имени Шейхзады Бабича, блистательная балерина Гузель Сулейманова была делегатом 2-го Всемирного Курултая Башкир. В эти дни на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета заслуженная артистка Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Шейхзады Бабича, блистательная балерина Гузель Сулейманова танцует «Золушку». Спектакль очень приятный. Интересная, необычная музыка Прокофьева, постановка Гордеева, Вячеслав Михайлович из Москвы. И я думаю, что спектакль удастся. Думаю, что он понравится нашим зрителям. Гузель, сегодня у вас профессиональный праздник. Международный день танца. Как вы будете отмечать этот день? Как обычно, я думаю, в работе с утра до вечера. Поделитесь секретом. Мы знаем, как отмечать День ВДВ. Мы знаем, как отмечать День учителя, День торговли. А как у артистов балета этот праздник проходит? Обычно, как обычный день проходит, да. Или же спектакли, или же репетиции. То есть нам не делают поблажки в честь такого праздника, и мы работаем как обычно.